Девушки завили кудри на висках, а парни надели фраки и цилиндры. Сегодня в лицее номер 78 состоялись пушкинские чтения, в которых приняли участие более 500 детей со всех уголков России. Кстати, в этом году стихотворения звучали не только на русском языке, но и на татарском и даже на китайском. Обо всем подробнее расскажет Ксения Антонова. Александр Сергеевич Пушкин, Ахмед Исхак Таржимасер, Няня. Слышать произведение Пушкина на татарском языке немного непривычно, но интересно. Пятиклассник Булат для выступления выбрал стихотворение «Няня» и не прогадал. В татарском варианте стихотворения Пушкина для меня более нежные и их легче читать. Пушкинские чтения проводятся 8-й год подряд. Ежегодно участников становится больше на 10-15%. В этот раз их количество перевалило за 5 сотен. Школьники приехали из Кировской, Ростовской, Астраханской областей. Не пропускают чтения и татарстанцы. Кстати, в этом году конкурс приурочен к 95-летней годовщине со дня основания Пушкинского заповедника, к которому очень привязаны любители великого поэта. Челнинские лицеисты ежегодно ездят в село Михайловское, чтобы привести территорию в порядок, а заодно изучить заповедник. Мы, кроме общей нашей этой идеи воспитательной, на протяжении 26 лет находимся на территории Пушкинского заповедника. На базе нашего лицея организован доброходский отряд, называется «Друзья Пушкиногорья». До позднего вечера жюри, в которое вошли члены Союза писателей, прослушали и просмотрели сотни стихотворений, сценических постановок, а также научных работ. В выступлениях нет рамок. Главное, чтобы школьник смог показать свои возможности и любовь к великому поэту. Ксения Антонова, Алексей Иванов. Новости.